Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидемиологическая обстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике по данным Управления Роспотребнадзора характеризуется 96 новыми случаями коронавирусной инфекции. Город Якутск – 56 случаев. Большое количество случаев в Жиганском Улусе. Группа заболевших изолирована, находится на лечении. Соответственно, распространение предотвращено. 5 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе, по 4 случая зарегистрировано в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Ленском районе, по 2 случая зарегистрировано в Усть-Алданском, Хангаласском районе и по 1 случаю зарегистрировано в Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Намском и Абиконском районе. Особое внимание обращаю на районы, которые были в числе тех, в которых не зарегистрированы случаи. Это Кобяйский и Аймиконский район. И, соответственно, для руководителей оперативных штабов и для граждан этих районов обращаю внимание на необходимость соблюдения норм социальной дистанции для того, чтобы не давать распространения инфекции, соответственно, соответствующая вакцинация на территории этих районов. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент у нас за сутки проведено 3123 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Республика находится среди тех, кто исполняет норматив по исследованиям на сутки, определенный Роспотребнадзором Российской Федерации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, с 1 июля 2021 года на территории республики начинает работать диспансеризация ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим соответствующие наши центральные районные больницы, они оснащены соответственной информацией, подписаны соглашения с Российской Федерацией, Минздравом Российской Федерации о выделении денежных средств на проведение диспансеризации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией до данного времени. Кроме того, я обращаю ваше внимание на то, что на настоящий момент Минздравом Российской Федерации в порядке информации подписана соответствующая метод рекомендации по распространению и недопущению новой коронавирусной инфекции, в котором определено, что наличие антител, а также тестирование на антитела перед вакцинацией не требуется. Такая установка имеет уже жесткую фиксацию в методических установках Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вакцинация на территории республики продолжается 2 вакцинами. Вакцинами «Пивак Корона» и вакциной «Спутник». На 2 июля 2021 года в республику поступило 268,37 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. То есть на настоящий момент у нас получили первую вакцину 210 976 человек. Необходимо обратить внимание, что появились у нас в том числе районные лидеры, кто практически полностью исполнил уже план по вакцинации, но и есть те районы, в которых непосредственно достаточно большое количество, сегодня меньше 50% вакцинировано граждан. На настоящий момент «Пивак Корона», это для информации для граждан, «Пивак Корона» в ряд районов уже поступила, так как в любом случае у нас вся перевозка осуществляется разными транспортными схемами, они отработаны, и до 7 числа «Пивак Корона» поступит во все, соответственно, муниципальные образования республики. Кроме того, вчера, дополнительно, я уже говорила об этом, поступил уже «Спутник», и на настоящий момент вакцина «Спутник» также распределена между непосредственно поликлиниками как нашего города, так и нашей республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, впереди, в любом случае мы находимся в состоянии лета, впереди выходные. Обращаю внимание на то, что непосредственно во время этих выходных все наши увеселительные заведения, которые существуют, и рестораны, они работают по схеме, который определен указом главы Республики Саха-Якутия с соответствующими ограничениями. Обращаю внимание на усиление контроля со стороны органов внутренних дел за данной ситуацией.
Безусловно, во время выходных граждане выезжают на отдых. Прошу обращать внимание на то, что перед отдыхом хотелось бы вас пригласить на вакцинацию на наши вакцинальные участки. Напомнить о том, что тогда, когда вы будете отдыхать в субботу-воскресенье, наши медики будут вас продолжать ждать на вакцинальных участках в субботу-воскресенье. Ну а самое главное, наши медики будут продолжать работать и спасать наших с вами граждан, ваших родственников, возможно, даже многих из вас, для того, чтобы непосредственно не допустить, для того, чтобы выздоровели люди от новой коронавирусной инфекции и не допускать распространения. Поэтому провакцинируйтесь перед выходными.